Хозяйственные работы закончены, в камельке жарко горит огонь, и все собрались вокруг послушать Олонхо-Сута и погружаются в волшебный мир эпических сказаний. Олонхо до сих пор занимает центральное место в фольклоре якутов. Это эпические сказания в сложной стихотворной форме до 15 тысяч строк. Великие Олонхо-Суты часто комбинировали различные сюжеты и мотивы и создавали более длинные сказания до 35 и более строк. Обычно Олонхо исполнялось от 3 до 7 суток. Мне кажется, люди тогда просто не хотели выходить из того сказочного мира, в который попадали вместе с Олонхо-Сутом. Мир, в который попадали слушатели, выстроен в системе религии Аи. Он делится на верхний, средний и нижние миры. В среднем мире живут люди Аи Аймага. В середине мироздания мировое древо Аллук Мас. И 9 небес сверху, и 9 небес снизу. Все это космогония описывает тот мир, в котором живет человек. Аи Аймага, родич Аи. В Олонхо можно выделить 3 основных сюжета. Первый сюжет – это о том, как заселялась Земля в момент его сотворения. Именно какими трудностями столкнулись первые люди, пришедшие на эту землю. Какими родственными связями они были связаны с верхними божествами. В этом сюжете подробно описывается о общей мифологической географии, где живут демоны, где обитают боги, откуда появляются небожители, духи. И в этом сложном, замысловатом мире и существуют люди, среди которых рождаются герои. А это уже вторая часть сюжетов. Вторая часть сюжетов, она больше связана с именами богатырей и богатырок. Это необычные люди, с рождения наделенные каким-то даром, силой, умом, красотой, и становящихся между битвой богов и демонов, встающих на защиту человеческого рода. Например, очень известный сюжет, записанный Бётлингом, об Эрсоготох. Это молодой человек, который с детства терзался мыслью о своем происхождении. Он не знал ни имени своего отца, ни матери. И вот однажды покровительница среднего мира, живущая в мировом древе, открыла тайну, сказав, что он имеет божественное происхождение, и его предназначение – это основать новый род, который даст начало новому народу – Уранхай-Саха. Якуты считали Эрсоготох своим небесным прародителем. Третья группа Олонхо связана с описанием битв богатырей среднего мира с конкретными богатырями из нижнего мира и об их сложных связях родственных между верхними богами, духами-покровителями. И каждый богатырь имел какого-либо покровителя, либо сестру, либо младшего брата, которые помогали ему в его странствиях, а также помогали выпутаться из самых сложных ситуаций, в котором они оказывались. В каждом Олонхо есть мотивы из других эпосов, и они сложно переплетаются. То есть некоторые персонажи из других Олонхо могли вдруг
в качестве косвенного персонажа появиться в каком-нибудь другом Олонхо, как-то повлиять на сюжет. И таким образом создавалась целая вселенная, в которой обитают эти герои. Иногда описание доходило до нескольких поколений тех или иных героев, то есть начиная от того, когда люди заселили Срединный мир, продолжаясь на их прадедах и так далее, так далее. И далее описывались уже сыновья и дочери этого героя, его внуки. И, в общем-то, вселенная каждый раз таким образом разрасталась. И каждый сказитель Олонхо вносил, помимо канонических частей Олонхо, нечто свое. Очень ценилась импровизация, очень ценилась фантазия богатая. И каждый раз сюжеты обогащались, расширялись, дополнялись какими-то интересными историями. И это был бесконечный источник вдохновения. Если говорить об устойчивых персонажах из Олонхо, то это прежде всего Урюнгар Тойон, верховный господин, правящий верхним миром. Это бог Джесёгёй, покровитель лошадей. Это, помимо богатыря или богатырки, также Арсандолай, властитель Нижнего мира. В каждом Олонхо они так или иначе участвуют, и их роль всегда подчеркивалась различной тональностью, с которой исполнялись их песни. То есть прямая речь главных героев всегда передавалась в песенной форме, а сюжет двигался в форме декламации. И подобным образом, меняя тональность, можно было обозначить, к какому миру относится тот или иной герой. Высокие тональности характерны для жителей верхнего мира, низкие и гудящие тональности пелись песни демонов нижнего мира. В каждой общине был свой сказитель Олонхосут, который отличался особенным даром в стихосложении, в декламации. И, конечно же, Олонхосуты в основном были людьми бедными, порой у них отсутствовало хозяйство. Конечно же, это связано с тем, что большую часть времени они проводили, изучая другие Олонхо, развивая свои стихотворные способности, слушая других Олонхосутов. И таким образом из поколения в поколение, из уст в уста передавались невероятные сюжеты, вся космогония представлений якутов о Вселенной, о его происхождении, о его этических либо других сторонах жизни. Наиболее ценились те Олонхосуты, которые умели импровизировать, красиво петь, обладали хорошим голосом, могли с помощью песен вводить людей в состояние легкого транса. Подобным образом за особенно такими звездами Олонхосутами, конечно же, из селения в селение даже ходили люди и собирались издалека, чтобы их послушать. Олонхо служило не только средством развлечения, но и обучения. И, в общем-то, в Олонхо отражаются те мотивы в такой символической форме, в которой человек противостоит трудным климатическим, природным, географическим условиям. И все это вот в такой метафорической форме, в форме сил добра или зла, либо каких-то духов-покровителей, оно символизировало вот как раз-таки человеческие устремления и желания. Как правило, Олонхосутам платили натурой, это зерно, мясо, масло. В основном
Их, конечно же, очень ценили в разных уголках Якутии. Слава о них шла далеко вперед. Известны великие олонхосуты своего времени, своеобразных звезд, слава о которых шла далеко впереди их. Это Чебей, Тонсорун, Кынат, Говоров. Из других, более-менее известных олонхосутов можно выделить Платона Алексеевича Оюнского, который в юности сам был олонхосутом и оставил в записанном виде самое знаменитое олонхо Нюргунботур Стремительный в 35 тысяч стихотворных строк. Олонхосутом также считается Сергей Зверев Кылуола, который на основе Нюргунботура написал драматический спектакль, воплощал в танцевальной форме сюжеты из олонхо. Из последних имен можно назвать и наших современников, например, Петр Егорович Решетников из Татинского улуса. В 2005 году олонхо было признано ЮНЕСКО нематериальным устным шедевром человечества. 25 ноября в республике отмечается День олонхо. Несмотря на то, что сейчас в современное время олонхосутов мало, сам олонхо, эпические сказания, его сюжеты становятся источником вдохновения для художников, скульпторов, писателей, режиссеров театра и кино, артистов, певцов. Можно сказать, олонхо до сих пор является огромным фундаментом, на котором уже в других формах воплощаются его сюжеты, его миры, и до сих пор развивает и обогащает культуру Якутии.